Маждуал Сахам Сырнокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла. И вы на канале «Как-то так у Лейлы». Раз обещала, что буду выходить на связь, вот и выхожу к вам на связь. Правда, пока, может быть, без рецептов, без такого интересного контента, но все, может быть, будет. Как есть, так и есть. Короче, вчера снимала. Ездила к сестре, начала снимать, но не получилась съемка. Сейчас расскажу. Но прежде чем я расскажу, я хочу поблагодарить вас всех. Это было что-то. Когда пошел первый ролик, прибежала Ибрашка, буквально Ибрагим прибежал через, наверное, минут через 15 или 20. Мама, ты посмотри, что творится у тебя там на канале. Я сначала даже испугалась. Я говорю, что там творится? Ты посмотри, говорит, сколько лайков, сколько тебе там пишут, чего только там тебе не пишут. Огромное-огромное вам спасибо. Оказывается, действительно, вы по мне скучали. Вы хотели меня видеть. Это меня, конечно, очень радует. Я просто безмерно вам благодарна. Огромное вам спасибо. Даже в личку мне мои девчонки, ну, мои соотечественницы, мои повара, подруги, мои сестры, мои сестры по вере, мне писали и были рады за меня. Посмотри, говорит, как тебе пишут, как о тебе отзываются. За нас, говорит, ну, для нас, говорит, это гордость, что вот так вот тебя все любят. Поэтому, прежде чем я сейчас что-то начну разговаривать и начну свою работу, хочу еще раз вас поблагодарить всех. Огромное вам спасибо. Для меня это, конечно, очень приятно. И приятно, и неприятно, одинаково неприятно тем, что, оказывается, меня так хотели видеть, а я не выходила к вам на связь. Поэтому буду стараться, как могу, как у меня будет получаться. Так, у меня сейчас работа, я работаю, я буду рассказывать, что у меня произошло вчера, что и как. Это у меня курица по-арабски. Я ее еще рано утром пожарила, пока лепила пельмени и манты на заказ. Хотя этот заказ мне нужно было отдать еще вчера, но я не смогла. Так, ну, как это делается, будет потом. Рецепт как-нибудь обязательно сниму. По-моему, у меня есть, я сейчас не помню, есть ли на канале. Сейчас я просто положу перед заморозкой, а потом мне Ибрагим их завакуумирует. Это я хочу и на продажу на месяц Рамадан, в течение месяца, чтобы мне немножко облегчился мой труд. И вот такие вот маленькие, вот такие вот, это уже для нас будет. Чтобы мои тоже любят очень, чтобы мне было проще готовить на ифтар. Вот как-то так. Вчера ездила к сестре. У меня заболела сестра. Ну, вы знаете, что она у меня болеет уже, сколько, по-моему, года 3 болеет. 2 года она уже на гемодиализе. И буквально на той неделе, ну, неделю пролежала она в больнице, лежала в больнице. Поехать в больницу проведать у меня ее не получилось. Она лежала во Владикавказе. И уже выписали ее. Вчера поехала к ней туда. Снимала, и по дороге снимала, и в магазине начала снимать. Но мы сейчас пересмотрели мою съемку с Ибрагимом, решили не выпускать этот ролик. Не знаю, я как будто бы заново учу снимать. И там я расстроилась очень. Хоть ее из больницы и выписали, но она еще не очень себя хорошо чувствует, поэтому снимать ее не смогла. И, наверное, может быть, я там снимала малышей. Этот небольшой кусочек Ибрагим где-нибудь вставит у меня, посмотрите. Вафарис. Привет, Ал. Да, Ал, привет, Ал. Вот так, вот. Привет, Ал, Махмад. Привет, Ал. Ал. Мальчиков-двойняшек я сняла со спины, а старшеньких все-таки снимала. И да, племянник у меня совсем недавно, в принципе, женился, да, но у него уже, машалла, огромная семья, машалла. Уже 3 сыновей и девочка. Дочка старшая, потом мальчик и потом двойняшки. Вот. Машалла. Такие хорошие малыши. И сноха у нас отличная. Я хоть и распереживалась вчера и плакала, ну, правда, я там не плакала, Маремке не подала виду, но сама по дороге домой плакала и дома плакала. Мне просто как-то было, не знаю, как-то не по себе, что она вот так вот болеет, так ослабла, очень плохо себя чувствовала. Но сегодня я созванивалась со снохой. Марем сама телефоном не пользуется, сестра моя. Сноха сказала, что, оказывается, у нее вчера была температура.
Вот, температуру, как говорит, сбила, я дала это самое жаропонижающее, ей, говорит, стало лучше. А, у нее, оказывается, было... Ну, в больнице она лежала с тем, что у нее было воспаление крови. Катетер, который стоял, ну, возле ключицы, по-моему, у нее стоит, он переставили на другое место. 2 года стоял, и его, по-моему, говорят, надо менять через год. А у нее очень плохие вены, у нее же еще сахарный диабет. Короче, такие вот напасти на мою сестричку напали. Воспаление они сняли, но походу она в палате простыла еще, начала кашлять, и теперь у нее простудная уже. Вот. Ну, надеюсь, что будет у нее ей получше. Вчера она вообще ей кушать отказывалась, немножко только с нами посидела, больше хотелось ей лежать. Поэтому я немножко расстроилась. И со вчерашнего дня, по идее, ничего не хотела сделать. Вот пока вот сноха мне не сказала, что ей лучше. И решила вот все-таки выйти к вам на связь. Вот такие дела. Если что, помолитесь за мою сестру, попросите у Всевышнего для ее здоровья. Может быть, хоть чьи-то дуа он услышит, и ей станет лучше. Чтобы она жила немножко хотя бы в здравии, как бы, да, чтобы облегчить ее здоровье. Вот. Ну вот как-то так. Сегодня снимала, но опять-таки я говорю, мне не получилось нормально снять. То меня выкидывало, оказывается, из телефона. Перед этим тоже была съемка, Ибрагима не было дома. Я сейчас прокрутила, короче, 9 кур почистила, разделала и перекрутила на фарш, положила в морозилку. Сейчас сделаю вот это, по-арабски приготовлю, как заморозится, Ибрагим завакуумирует. И у меня еще 16 кур на подходе. И вы представляете, друзья, как у нас быстро дорожает все к празднику, хоть это и неприятно. Вот именно по курам бы хотела сказать. У нас в республике очень мало фермеров, которые выращивают кур. В основном мы их покупаем из ближайших регионов. Они каждый год это делают, каждый год именно к нашему празднику они наценивают куры. А потом после праздников опять становится цена ниже. Хотя по сравнению с тем, что вот сегодня со снохой еще со старшей говорила, которая живет в Москве, она говорит, килограмм. Я говорю, нет, не килограмм. У нас, вот я покупала 4 дня тому назад, ну, я покупаю у одной женщины, у нее были куры по 580 рублей, тушка, которая весила 3200, 3500, 3400, вот в пределах этого, 3200, 3500. А вчера она мне привезла кур, которые то же самое, но уже за 640. Вот буквально за день они подорожали получается, на 60 рублей, да? Да. Вот. Не знаю, что будет дальше. Мясо у нас подорожало тоже на 80 рублей. Мне позавчера прислала моя поставщица, ну, как мясник. Она женщина, поэтому как-то мясник, не хочется на нее говорить. Вот. Мы вроде бы наценили свою продукцию, именно на манты, пельмени была у меня наценка. Но сегодня я решила все-таки не делать наценку и оставить цены такие, как есть, пока не пройдет наш праздник. Ну, в принципе, это будет не в убыток, но, конечно, будет меньше дохода, но что теперь поделать? Пускай, потому что очень дорого выходит. У людей нет сейчас таких денег, заказы уменьшились. Мне кажется, уменьшились, все жалуются, все продажи уменьшились, не то что в еде, но и в других вариантах, потому что очень все дорого. И у людей нет столько денег, наверное. Вот как-то так. Что еще? Вот так. Значит, намазали майонезом. Сначала я обжарила это все. Сначала я замариновала, отбила грудку, замариновала ее. Потом пожарила, обваляла в сухарях, пожарила. Теперь, как видите, намазала майонезом. Теперь кладу сыр. И поверх сыра будем класть орехи. Это будет курица по-арабски. Вот. Практически это блюдо уже готово. Его буквально на минут на 10-15 в духовку. И блюдо готово. И вы знаете, в горячем виде мне очень нравится. В нашем тоже очень нравится. И сегодня я еще поймала себя на мысли, что я не любила куриные котлеты.
А сегодня решила на обед нашим, ну, ребятам, пожарить куриные котлеты. Мяса не было размороженного. Думаю, давай-ка как раз я перекручивала это все. И они им понравилось всем, даже Ибрагим говорит: "Мам, тут очень вкусные котлеты". И сама тоже подсела на эти котлеты, но я, правда, себе сделала в духовке. Ничего, вкусно получилось и в духовке тоже. Вот, что вам еще рассказать, друзья? Я надеюсь, что я потихонечку войду в русло, начну снимать. А, Купили мне мои дети на день рождения микрофон. Я не знала, в принципе, что он такой дорогой. Оказывается, он очень дорогой, но там ему чего-то не хватает. Ну, микрофон- это же этот на мне микрофон. Но снимаю я уже с телефона Ибрагима, потому что он пока не подходит на мой телефон. Там какой-то переходник им нужно покупать. Поэтому я надеюсь, звук у нас будет с вами хороший. И потихонечку будем снимать. Потихонечку снимаю на Инстаграм. Вроде бы немного там тоже люди подписались, начинают подписываться. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет ли толк, где наша не пропадала, да? Сегодня было у нас тепло, плюс 4,6 градусов. Все растаяло. Вчера, правда, было очень холодно. По пути вчера, пока ехала к сестре, заехала в магазины, в хозяйственные, там тоже снимала, но решила сегодня вам не выкладывать, потому что бегом-бегом все это было снято. Никто ничего бы там не понял, не увидел бы, озвучки тоже не было. Не буду пока выкладывать. Мне нужно было купить блинницы. У меня блинницы, которых я пеку печёночные тортики, уже совсем старенькие. И мне надо еще купить чудушницу для лепешек. У меня есть, но у нее ручка отломилась. И, ну, снимать будет не очень красиво, не будет эстетично. Поэтому для себя я пеку, конечно, в этой сковороде. Просто отломилась ручка. Но чтобы были съемки красивые, надо мне купить чудушницу все-таки. Надо, чтобы видео было эстетичное, да? Вот, все. Теперь, как видите, положили сыр. Теперь грецкие орехи, перемолотые в блендере. Посыпем вот так вот грецкими орехами. Как-то, когда у меня был заказ, не знаю, будет ли он доволен или нет, свадебный заказ у меня был. И я Ибрагима попросила, чтобы он мне вот именно вот эту работу сделал. Положил сыр на эти отбивные и посыпал орехами. Я не знаю, как у него это получилось. Он настолько красиво это сделал. Орех был так красиво положен, вот, но буквально ничего не было видно. Он так красиво. Я как ни старалась, минут 5, наверное, старалась сделать точно так же, как и он, оставшиеся там несколько штук. У меня так красиво не получилось. Он так красиво это сделал. Так что вот так вот. Иногда, да, он вроде бы молчит. Ибрагим мне помогает, когда бывает свадебный заказ. Вот такие вот вещи сделать. Сыр натереть, орехи перемолоть, лук почистить, картошку почистить. Так что, ну, когда он дома. Так-то он у нас работает. И не всегда мне получается ему мне помогать. Вот так. Так, мне в личку сегодня спрашивали. Про мальчиков сказали, а про девочки и про внуков не сказали. Я говорю, ну, еще же будут ролики? Я говорю, в следующих роликах будет. Так, ну что сказать. Танзила у нас воспитатель в садике. Представляете, устроилась на работу, хотя очень жалуется сегодня. На, помоги. Так, унеси, я сюда переставлю. Уже месяца 4 работает воспитателем в детском садике. Поступила в университет, учится. Вынеси и прям в духовку поставь. Потом я переставлю в морозилку. Но сегодня очень жаловалась. Трудно, говорит, с детьми очень трудно. Не знаю, смогу ли я дальше работать. Не знаю. Просто уже мы все ее просили, чтобы она ушла с готовки, потому что у нее столько болячек. И возиться в холодной воде с холодным мясом ей, конечно, не рекомендовано. Но она сегодня очень жаловалась. Даже, говорит, отпросилась утром хотя бы до 11, чтобы немного отдохнуть. Голова, говорит, сильно раскалывается. У нее еще старшая группа. Она их подготавливает к школе.
Очень много там у них там занятий, к разным праздникам готовить надо, а, стенды выпускать. Короче, очень много работы. Не знаю, насколько ее хватит, насколько она выдержит. Посмотрим. Так, Танзила. Вот. Танзилин сын тоже поступил, по-моему, я как-то говорила, не знаю, нет на канале. Поступил, учится в юридическом, так что у них там и мама, и сын студенты. Вот так. Ну, у Танзилы есть технический, ну как, техникум она оканчивала заочно, но для садика ей так вроде бы не подошло, и вот она сейчас поступила осенью. Вот такие дела. Мадина. Не знаю, все ли знают, у Мадины уже 4 детей. Она год тому назад родила еще одного мальчика, Амирханчика. Он у нас уже ходит. Правда, пока только несколько слов говорит, но ходит. Ходит уже с 10 месяцев. Аишка уже во 2 класс пошла. Хорошо учится, нормально. Мухаммед в садике. Но Мадина тоже несколько месяцев назад уже вышла на работу. Просто ее уломали, очень просили, потому что не хватало в школе математика. Математички не было. И вот ее попросили, она вышла, правда, очень мучается с малышами, потому что младших 2 приходится отдавать няне, Мухаммеда в садик, Аишку сюда в школу в эту. Сама же живет она не в этом селе, а в Назране. Привозить сюда в школу, Аишку отдала в эту школу. Короче, она вся у нас вот в этих делах и заботах. Занимается еще и продажей гринвейской продукции. Летом ездила по путевке в Сочи. Ну, там у нее не путевка, а, не знаю, какое-то у них мероприятие было. Недавно ее девчонки поехали по Средиземному морю на круиз, в круиз, вернее. Ей тоже компания, уже 2 раз компания путевку эту дала, чтобы поехать, но у нее не получается из-за малышей. Потому что за малышами смотреть некому, конечно. В этом году она хотела меня взять, вдвоем поехать, но ни у нее, ни у меня это не получилось. Вот так вот все вроде бы рассказала, да, по-моему? По-моему, все. Вот. То, что вас так интересовало. В основном больше всего, что спрашивали меня. В субботу обещала я. Малыши позавчера приходили, буквально на несколько минут заехали. У нее же родители мужа живут здесь, недалеко тоже. От них уезжая, им что-то надо было отсюда забрать. Они заскочили буквально на полчаса у меня побыли. Дети, конечно, не хотят уезжать. И все начали реветь. Почему мы не остаемся? Ну, вот пообещала, чтобы она их в субботу 3 привезла с ночевкой, чтобы здесь побыли. Так что в субботу приедут, поснимаю вам и внуков. Вот так вот. Ну, все, наверное, друзья. То итог, и так будет ролик очень большой, длинный, да? Всех благ вам. Еще раз огромное спасибо за ваши пожелания, за ваши приятные слова. Мне действительно было просто даже до слез приятно, как вы ко мне относитесь и как вы меня ждали. И еще раз скажу, что мне было даже неудобно, что мне так рады, а я сидела и не снимала, и не выходила на связь. Но потихонечку войду в колею, пока, конечно, вы меня будете прощать, я надеюсь, но на связи я буду. Если, может быть, не каждый день, не через день, но хотя бы в неделю 1-2 раза все равно постараюсь выйти на связь. Но после праздника Рамадан, наверное, у нас все это будет, если Всевышний нам позволит, более чаще и более продуктивнее. Просто я боюсь, что в течение месяца Рамадан немножко будет у меня напряженный месяц. Ну вот как-то так. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия. Я вас всех очень люблю и уважаю.